Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает детские новости. В студии Альберт Миронов и Диана Сивцева. Здравствуйте. Отличные новости для наших бабушек и дедушек. Средняя пенсия у них вырастет и станет чуть более 24 тысяч рублей. Уже в следующем году, если на конец этого года средняя пенсия по старости составит почти 22 тысячи с половиной рублей, то через год эта сумма увеличится на 7,5%, а вырастет пенсия из-за того, что власти вернутся к увеличению выплат. Для тех бабушек и дедушек, которые продолжат ходить на работу, они только готовят пирожки внукам и отдыхают. На этой неделе во всем мире отметили День архитектуры. И наша коллега Анжелина Матлашук подготовила интересный материал на эту тему. Давайте посмотрим. Ни для кого не секрет, что архитектура представляет из себя различные здания, а профессия архитектор подразумевает собой проектирование этих зданий. Но все ли так просто? Жилые кварталы, торговые центры, кафе и рестораны – все это окружает нас на протяжении всей жизни. Каждое такое место является зданием, а каждое здание – частью архитектуры. Значит, архитектура – это и есть наша жизнь, то, без чего человечество не смогло бы существовать. Еще в древние времена искусство, которое включало в себя строительство самых разных зданий, называлось зодчеством. Потребность крыши над головой подтолкнула людей к проектированию жилищ, способных защитить от погодных условий, хищников, низких или высоких температур и предоставить безопасное место для сна. Спустя несколько веков люди также стали задумываться о проектировании культурных заведений, амфитеатров, первых школ и памятников. Это позволило расширить кругозор людей, создавая новые архитектурные формы, стиля и экспериментируя с видами зданий. С того времени прошло тысячелетия, и сейчас архитектура может показать нам то, как менялись целые цивилизации, создавались новые типы сооружений, появлялись уникальные архитектурные элементы. Если обобщить, то архитектура отображает нам всю историю человечества. Наша жизнь полностью состоит из архитектуры. Мы живем в домах, ходим в магазины, посещаем театры и развлекательные комплексы. Именно поэтому важно знать, что архитектура – это не просто проектирование зданий. Архитектура – это про нашу жизнь. Свой профессиональный праздник архитекторы отмечают ежегодно первый понедельник октября. Во время празднования Дня архитектуры мы решили провести опрос среди горожан столицы республики, чтобы узнать у них, насколько они хорошо знают различные архитектурные постройки не только мира, но и родного края. Башня, вот, которая в Пизе, падающая, Пизанская башня, да. Эйфелева башня тоже сразу. И еще... я могу совсем старинные назвать. Они, конечно, не архитектурные, но меня, знаете, очень интересуют каменные идолы на острове Пасхи. В Якутии, наверное, это башня наша, якутская. Это же, знаете, в каком веке сделано? 17, наверное. Представляете, как они это все строили-то? Наверное, это площадь Победы, наверное. Потом у нас идет набережная, наверное, тоже. Но есть свой какой-то национальный стиль, а так все примерно в любом случае, как в любом городе России, архитектура ничем сильно не отличается, мне кажется. Из вечной мерзлоты все дома построены вот так вот, на сваях. А что вы можете сказать о архитектуре площади Ленина? Там очень хорошо все сделано, я еще не видела, но там играет музыка, и это очень классно все простроено. Это очень даже красиво, конечно. Все в якутском стиле более-менее стало народное, наше свое. Со временем-то все в лучшую сторону меняется по сравнению с теми же 70-ми, 80-ми годами. Профессия архитектора сочетает в себе творчество, инженерные знания и менеджмент. Он занимается проектированием зданий, кварталов и интерьеров, участвует во всех этапах разработки. Архитектура, пожалуй, одно из самых долговечных видов искусства. Все воплощенные в жизнь проекты останутся надолго, радуя не только красотой, но и практичностью. Каждый человек, будь то взрослый или ребенок, должен уметь оказать первую помощь тому, кому она может потребоваться. Так накануне в Якутии прошел целый чемпионат под названием «Первая помощь». Всего в мероприятии приняло участие около 30 команд 15 районов нашей республики. В каждой по 5 участников от 14 до 17 лет
и капитан команды – учитель. Главная задача чемпионата – это быстрота и слаженность действия команд. Школьники показали свои теоретические и практические знания, а также навыки оказания первой помощи пострадавшим. Победители регионального этапа будут защищать честь республики на всероссийских соревнованиях в ноябре этого года в городе Саранске. В каждой команде по 5 человек от 14 до 17 лет, где капитаном является обученный педагог. Ранее все участники прошли онлайн-тестирование и мастер-классы от экспертов Российского Красного Креста. Я считаю, что это очень социально важный проект. Он реализуется у нас во всей республике, муниципальные этапы прошли. Главные участники – это, конечно же, наши учащиеся. Сегодня они представляют 15 районов и 30 команд. Благодаря этому проекту они получают один из важных навыков – это оказание первой помощи. Любимая игра маленьких девочек – дочки матери. И здорово, когда наши любимые мамы принимают активное участие в такой игре. А вот накануне во Дворце детства состоялся целый праздник для мам и дочек. Республиканский конкурс «Дочки матери». На мероприятии побывала и Наташа Колосова. Она расскажет подробнее. Приняли участие в конкурсе 11 команд 8 районов республики, в том числе мама из Сунтарского района показали очень красивые картины. Старшей моей 21 год, это моя младшенькая, ей 11, 5 класс, и средняя 9 класс. Мы из села Сунтар, Сунтарского улуса. Мы готовились 3 недели. Можно сказать. 1 неделю мы отдыхали. А хотели, конечно, участвовать вдвоем. Ну а семья Ус-Алданского района показали изделия с якутским колоритом. Их семья приняла очень много участий в конкурсах. Я приехала с 2 дочками, Даяна и Нюргияна. Вот наша выставка. Вы вместе это делали или дочеря? Да, вот это сделали мы с Нургияной, а вот эти вот украшения, которые это сделала мама. Да, это мои кубки, и вот Нургияна сделала из глины. Я это сделала с глины в школе. Сегодня праздник мамы дочерей. Они сделали это же своими руками. Есть вот такие работы, есть украшения, у всех разные стилистики. У кого-то темно-белые, у кого-то яркие. И это на праздник Саха-Якутия. Есть очень разные работы, и они сделали все это своими руками, мама и дочеря. Чтобы хорошо усваивали знания, нужно в том числе и хорошо питаться. Качество питания в школах проверяет специальная служба. О том, как прошла проверка в одной из школ нашего города, расскажет Лера Антонова. Проверка качества питания в школах является неотъемлемой частью образовательного процесса. Специалистами Роспотребнадзора регулярно проводятся исследования продуктов, а также санитарно-гигиенических условий в столовых. Организации питания детей должны быть разработаны и утверждены директором примерные меню. В меню запрещены продукты и блюда, такие как яичница глазуни, блинчики с творогом и мясом, макароны по-флотски, закусочные консервы, студни и прочее. Меню для школьных столовых разрабатывается с учетом нормативов, которые необходимы детям для полноценного усвоения витаминов и минеральных веществ. Мы находимся в Саха-гимназии. Здесь обучается более 800 детей. На переменах им предлагается горячее питание. Сегодня в меню у них было суп-рассольник, чай, бутерброды и вафли. Вкусно, мы сегодня ели суп, ели вафли, пили чай. Все очень вкусно. 334 школьника начального звена получают горячие обеды. Всего же более 500 обучающихся с 1 по 11 классы Саха-гимназии питаются бесплатно. У нас все дети льготной категории питаются бесплатно. Вот, например, у нас дети с ВО, малообеспеченные, дети с АВЗ и инвалидностью. В настоящее время проверку качества питания провели в 47 общеобразовательных учреждениях Якутска. До конца учебного года проверками планируется охватить все школы города. Валерия Антонова, Семен Семенов, Якутск. Если для нас осень – это пора каникул, то для взрослых очень часто это пора хандры.
Наш коллега Алеша Синкинеев выяснил, так ли это. Есть ли у вас осеннее настроение? Ну, конечно, оно всегда есть. Обязательно. Ну, вообще вам нравится то, что наступила осень? Нет, такая слякоть, грязь. Не очень. На автобусе приходится ехать, ездить. А так бы я ездил на машине. Как вам нравится осень? Очень нравится. А зиму ждете? Конечно. Настроение? Ага, осеннее. Осеннее. Нормально. А вы вообще любите осень? Не так уж. Лучше лето. Все бы лето было. А зиму ждете? Зиму холодно. Вам нравится осень? Да, у меня день рождения осенью. Хорошо. Ну, как вам зима нравится? Осенние? Да, конечно, есть. А как вы любите осень? Да, люблю. А зиму ждете? Да, конечно, жду. Настроение зависит от погоды? Зависит. А зиму ждете? Нет. Хотелось бы еще потеплее, чтобы было. Зиму Лето, наверное. Ну, можно солнце побольше и отдохнуть где-то, поехать. И вообще выехать куда-нибудь на природу. Это были пока все новости. Желаем телезрителям хорошего осеннего настроения. Мы будем ждать новых встреч в эфире.